Сегодня, во Всемирный день рыболовства, водоемы Сибайского территориального округа не пустуют. С самого утра заядлые рыбаки посвящают все свое время и энергию этому многовековому увлечению. Как утверждают сами рыбаки, кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Но у нас тут русские как говорят, день, проведенный на рыбалке, не считается, в жизни не засчитывается. Вот. Ну, не знаю. Рыбалка это все, тот, кто рыбак. На рыбалке и отдыхаешь, и с кем-то знакомишься, что-то новое берешь у кого-то. Ну и общение с природой, конечно. Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем у новичков он перерастает во всепоглощающую страсть. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку, могут забираться в отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе. Кстати, о морозах. Виктор Тюрин, известный в нашем городе как один из самых заядлых рыбаков-любителей, поделился с нашей съемочной группой своим маленьким рекордом. Максимально низкая температура воздуха, при которой Виктор Николаевич рыбачил, составила минус 41 градус. Занятие даже назвать увлечением может быть мало, это уже становится образом жизни, то есть человек практически живет этими мыслями постоянно. С понедельника начинает ждать пятницу, чтобы быстрее опять отправиться на рыбалку. Но многое привлекает, наверное, там человека и общение с природой, и возможность общение наедине, встреча рассвета. Мало кто задумывается о законодательстве, отправляясь на рыбалку. Но от ответственности, как известно, незнание закона не освобождает. Поэтому прежде чем складывать крючки, расчехлять спиннинги и копать червяков, следует изучить где, как, чем и когда разрешено ловить рыбу. Лимит улова зависит от региона и самой рыбы. Стандартная цифра 5 кг на одного человека. На малоценные породы, такие как ерши, уклейки, пескари, ограничений нет. Самое главное здесь как бы не навредить природе, не навредить ее обитателям, не применять запрещенных снастей. Есть очень губительные снасти, это сети, это всевозможные разные приспособления, которые, в общем-то, запрещены законом. И здесь действует простое правило, как бы разрешено то, что разрешено. Рыбалка – это не просто времяпровождение на природе, наблюдение за поплавком – это настоящее искусство. Можно всю жизнь посвятить познанию таинств рыбалки. Что же касается мнения самих рыбаков, то, по их словам, рыбная ловля – это состояние души, а также средство укрепления эмоциональных и физических сил. Да, конечно, я хочу всем передать привет, всем рыболовам города, всем своим знакомым, кто занимается этим увлекательным занятием, и пожелать всем хорошей погоды, которая нас в этом году, в общем-то, не особо балует, но у нас рыбаков нету плохой погоды. У меня рекорд пребывания на рыбалке – это минус 41 градус на ночной рыбалке. Находились всю ночь, поэтому рыбаков не остановить никакой ни погоды, никакими морозами. Ну и всем такое рыбацкое напутствие: ни хвоста, ни чешуи. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.